160 специалистов узкого профиля получили сегодня дипломы о среднем профессиональном образовании. В пожарно-спасательном колледже в Сунже в торжественной обстановке прошло награждение выпускников 3 специальностей – сестринское дело, защита в чрезвычайных ситуациях и пожарная безопасность. Особая гордость СУЗа – 34 краснодипломника. Дана Плиева расскажет. К сожалению, настала пора расстаться. Мы будем помнить вас как самых отзывчивых, позитивных и просто самых крутых людей. Для Амины Хаутиевой наступил знаменательный день – окончания СУЗа. Все знания, накопленные за 3 года учебы, символизируют документ в твердой обложке. По красному цвету понятно, что гранит непростой науки Амина грызла с упорством и терпением. Следующий шаг – химико-биологический университет в Пятигорске. За все время учебы девушка поняла, что помогать людям – ее главная цель в жизни. Хотя изначально с выбором профессии ей помогли. Моя бабушка говорила все время, чтобы я поступила в медицинский и чтобы я ее всегда лечила. Поэтому я пошла сюда. Хочется и плакать, и смеяться, хочется еще, не знаю, прыгать, наверное, еще. Да, наверное, потому что уже закончила, счастье. Будущим медицинским сестрам и врачам дипломы в торжественной обстановке вручает министр здравоохранения. Марима Рубханова обратилась к выпускникам с приветственным словом. Сегодня из стен колледжа выпустилось около 160 студентов 3 специальностей – сестринское дело, защита в чрезвычайных ситуациях и пожарная безопасность. Среди них 34 краснодипломника. Больше всего дипломы отличников взяли пожарники. Нужно иметь стальные нервы, сильную волю и чистое сердце, чтобы спасать людей. И потому эта профессия одна из самых лучших, заявляет Магомедбеков. Краснодипломник с детства знал о своем призвании и с этого пути сворачивать не собирается. Вначале я хочу отслужиться, взять военный билет, а потом уже, как получится, или в Питер, или в Москву, дальше продолжить свою профессию. В числе гостей представители различных министерств и организаций. Это потенциальные работодатели. Счастливого пути в большом плавании пожелал ребятам и первый заместитель главного МЧС России по Ингушетии Туган Чапанов. Те успехи, то, что ваше учебное заведение занимает и в России, и то, что вы пользуетесь в республике авторитетом, это говорит о том, что как учебное заведение колледж состоялся. Перед гостями выпускного вечера выступила команда КВН пожарно-спасательного колледжа. Активисты показали смешные сценки из повседневной жизни ингушей и недавно прошедшего праздника Мархаш. За 7 лет с момента открытия колледжа из этих стен выпустились сотни будущих специалистов. Среди них педагоги начальных классов, медсестры и спасатели. И каждый раз директор и преподавательский состав с трудом отпускают своих студентов, принесших немало гордости и известность колледжу за пределами республики. В этом году наши студенты впервые, я подчеркиваю, среди молодых студентов сделали восхождение. Вот это восхождение студентов не было ни в постсоветском периоде, ни в современной России. Мы это сделали впервые. Сделали восхождение на самую высокую гору Европы, гора Эльбрус. Вот эти студенты, это сопоставимо с героем России Хельсун, потому что это очень смелый поступок. Что можно пожелать студентам? Успешного применения полученных знаний в наших стенах нашего колледжа, успешного применения в дальнейшей службе, в работе, да и в жизни. Ребята покидают колледж с багажом знаний, который в скором времени применят на практике. Многие из выпускников планируют поступать дальше и получать высшее образование. Дана Плиева, Хамзат Халухоев, Новости 24.